Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у меня распаковка посылки из Якутии от мастера Эдуарда Тарабукина. Что ж, давайте я ее вскрою, вы пока нальете себе чаек и посмотрим, что там внутри. Значит так, вскрыли мы посылочку и обнаружили внутри раз, два, три, четыре якутских хомуса разной формы. Два вот таких хомуса и два вот таких классических. На этот раз Эдуард Тарабукин прислал мне хомус новой формы. Вот такой вот. Называется он Чапарах. Не знаю, как это название переводится с якутского, но звучит оно классно. Варган также выглядит классно. Давайте рассмотрим поподробнее. Футляр стандартный для Эдуарда формы. Что вот такой, что вот такой. Давайте посмотрим на сам хомус. Опа. Вот такой красавец. Очень необычная форма, я считаю. Значит, смотрите, хомус имеет чуть более удлиненные деки. И, назовем это кольцом условно. Хотя здесь условное кольцо имеет очень сложную такую витиеватую форму, да. Вот. Это достигнуто ковкой. При этом, что мне очень нравится, мастер сохранил текстуру ковки на гранях хомуса, на всех оставил клеймо. И хомус выглядит, очень-очень аутентично. Вот. Что по эргономике? В руке лежит так же удобно, как стандартный якутский хомус с круглым кольцом. Давайте, что ли, попробуем, как звучит этот красавец. Я возьму тюнер и сразу протестирую ноту. Попадаю в до диез большой октавы с небольшой якутской погрешностью в пару центов. Если играть сольно, эта погрешность совсем не критична. Хочу попробовать, вот прям руки чешутся попробовать, что может этот красавец в долгую, на перспективу. Я протестирую все 4 хомуса, как обычно, а потом скажу свое скромное мнение. Не переключайтесь. Итак, первый хомус Чапарах, нота до диез.
Ну, по звуку и по динамике это все тот же классический Тарабукин. Вот в какую форму не запихни мастерство, качество не спрячешь. Чисто ради интереса возьму следующий хомус, который не чапарах. Вот буду так тестировать. Сначала один чапарах, потом второй классический, потом снова чапарах, потом классический. Беру якутскую классику, вот она. Я много раз уже делал обзор именно вот на эти хомусы, поэтому не буду останавливаться на форме, на размерах. Скажу, что у него достаточно широкое ухватистое кольцо. На кольце имеется легкая текстура ковки. В каких-то партиях она более грубая, здесь она чуть сглаженная. Видно, да, солнышко играет, блики. Видно, что здесь есть легкая такая волнистость на металле. Все можно будет посмотреть потом на фотографиях у меня в группе Варган 74. Более подробно. Либо связаться со мной в Telegram, кстати. И я уже более подробно покажу, расскажу каждый инструмент. Сейчас же меня интересует звук. Ух ты, как хорошо. Си контр-октавы. Прям опускаемся вниз. И давайте тестировать. Хороший, мягонький, в меру упругий, очень управляемый. Мне нравится. Форма очень красивая. Что ж, незамедлительно перехожу к следующему. Следующий будет чапарах. В какую ноту пока не знаю. Опа.
Вот так. Что интересно, Тарабукин стал делать колечко чуть ниже коленца, чуть меньше. Раньше было 2 сантиметра, сейчас порядка 17 миллиметров. И загиб коленца стал делать более правильный, такой в форме интеграла. Нравится. Ну, такая заниженная си. Все тот же старый добрый хомус Тарабукина, но в новой форме. Пока каких-то серьезных негативных изменений в звуке я не заметил. Чуть длиннее рабочая часть DEC, сам язычок несколько длиннее относительно классического хомуса. Но по звуку это все тот же стабильный, все тот же классный хомус Тарабукина. Очень крутая вещь. Вот, обратите внимание, здесь также присутствует текстура ковки. И вот в руках его держать просто одно удовольствие. И смотрится это очень-очень красиво. Мне нравится. Заключительный, 4-й хомус на сегодня. Так, это был Чапарах. Убираем. Вот это классический. С круглым кольцом. Смотрите, какая красота. Блестит, заполированный, но при этом имеет текстуру ковки. Шикарно. Мне очень нравится. Что ж, звук. Ля диез.
Очень здорово получилось. Мы прям вот прошлись от самого высокого в до диез, потом 2 хамуса в си и заключительный ля диез контроктавы. Берем, пробуем. Ну, у меня нет вопросов. Если они возникли у вас, оставляйте в комментариях. А сейчас будет мое скромное мнение. И снова здравствуйте. Это были мои импровизации на хамусах Тарабукина, классических, и хамусах Чапарах. А теперь настало время высказать мое скромное мнение. И оно будет очень коротким и однозначным. Все 4 хамуса мне очень понравились. Как только я распаковал эту посылку, я подумал, что нужно будет проводить какой-то глубокий сравнительный анализ. Пришла новая модель, вот Чапарах, и он, наверное, должен как-то разительно отличаться по звуку от того, что я видел прежде у Тарабукина. Но этого, к моему счастью, не случилось, потому что и в этом случае, и в этом звук инструментов очень стабильный. Поэтому я расскажу о своих впечатлениях о форме сначала нового хамуса, а потом общее мнение о звуке всех варганов. Форма
Несмотря на ее экзотичность и обилие, казалось бы, острых углов, да, вот здесь, оказалось очень удобной для удержания. Я приверженец вот такого более европейского хвата. Вот это якутский хват, это европейский. Вот я держу варган чаще всего по-европейски. И мне очень нравится. Здесь достаточно много пространства под пальцы. Я могу обхватить этот инструмент как хочу. Могу вот так, могу вот так, могу вот так. И грани практически не врезаются мне в ладонь, что очень-очень удобно. Сам хомус весит достаточно так много, прилично. Это кованый хомус. И он в руке лежит очень надежно. В целом красивая, очень эстетичная форма. Вот. Те, кто любят старую добрую якутскую классику, берите хомусы с круглым кольцом. Они не менее удобны, не менее эргономичны. Ну, классика есть классика. Вот. Теперь, что касается по звуку. Внешне эти хомусы выглядят очень брутально, и, казалось бы, звук должен быть такой грубый, рычащий, не знаю, с каким-то характерным треском, грязью и так далее. Но нет. Это как раз тот случай, когда вот в таком брутальном кованом корпусе заложен очень качественный, очень чистый и управляемый звук. Вот. Хомус отличается упругим и послушным язычком, независимо от настройки. Что у хомуса в до диез был чуть более жесткий, но при этом упругий и такой певучий язычок с долгим сустейном, что у низких контроктавных хомусов язычок тоже упругий, с сустейном, но при этом весьма управляемый. При наращивании скорости на двустороннем бое хомус не цокает о деки. Вот, что меня порадовало, что в этом случае коленце хомуса стало чуть короче, загиб приблизился либо к 90 градусам к форме, либо вот к такой форме интеграла. Эта разница не критична, и так играть очень удобно. Колечки заполированы, палец скользит, двустороннему бою не мешает, очень здорово играть. Что на нем играть можно, спросите вы? Я скажу, что на хорошем хомусе можно играть все, что угодно. Конечно, якутские мастера изготавливают хомусы по своим традициям для внутреннего рынка, прежде всего для якутских хомусистов. И эти хомусы замечательно подходят для традиционной якутской техники. Мне очень понравилось играть медленно вот на этих инструментах. При медленной игре они раскрываются вообще во всю свою силу, во всю свою мощь. Во-первых, у хомуса божественный долгий сустейн. Во-вторых, у него прекрасная отзывчивость на дыхании. И это та самая управляемая отзывчивость на дыхании, которую я хочу видеть в хороших качественных варганах. То есть варган в данном случае меня слушается. Если я хочу сделать звук громче, я усиливаю дыхание, звук становится громче. Хомус не играет за меня, я решаю, как играть. Второй момент. Если играть по-европейски, двусторонним боем, какую-то сложную ритмику, здесь варган, поскольку язычок упругий, управляемый, прекрасно меня слушается. Я играл и триоли, и по-якутски, и по-европейски, и тремоло, и всякие сложные ритмические комбинации ломаные. Язычок просто ходит как по рельсам, очень четко, очень послушно. В общем, классный профессиональный инструмент. Подходит ли он для новичков? Конечно, подходит. Если это будет ваш первый варган, он может стать и последним, скажем так. То есть он может служить вам очень-очень долго и раскрываться
на протяжении вашего становления очень-очень долго. И самое главное, варган будет вас учить, потому что у него невероятно красивые обертоны. Очень красивые, очень чистые. Что касается фирменной якутской трескучести, да, которую все так любят, она здесь есть, она здесь присутствует, и она опять же управляема. То есть если мы берем какие-то некачественные варганы широкого потребления, там тоже есть трескучесть, но она такая механическая, и она совершенно не управляется. Здесь это скорее бархатистость, такая красивая, журчащая бархатистость, которую я могу опять же усиливать посредством артикуляции, да, артикулировать губами, добавлять дыхание, и звук становится вот из такого певучего более агрессивным. Я бы сказал, что Хамусы Тарабукина — это такие универсальные рабочие лошадки вообще на все случаи жизни. Поэтому если вы хотите себе хороший, качественный варган на вырост, вот Хамусы Тарабукина must have. Какую форму выбрать? Классическую или чапарах, решайте сами. Это вопрос исключительно оказалось в эстетике. По звуку это все те же классные, качественные Хамусы Тарабукина. Прежде чем с вами попрощаться, я хотел бы сделать маленькое объявление. Все мы знаем, что YouTube сейчас работает с перебоями, поэтому я рекомендую вам пройти по ссылке вот по этому QR-коду и подписаться на мои социальные сети. Две моих основных площадки — это YouTube канал и группа ВКонтакте. Также я есть на Яндекс.Дзен, и мне можно написать в Telegram и в WhatsApp, если вы захотите заказать эти инструменты. Заказывайте, связывайтесь со мной удобным для вас способом и играйте на хороших варганах. А с вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. Это был обзор-распаковка хамусов Эдуарда Тарабукина. У нас с собой было 4 инструмента. 2 вот таких классических, 2 чапараха. Какой из них выбрать, решайте сами. Играйте на хороших варганах, слушайте хорошую музыку, будьте здоровы. Всем пока, всем варган.